Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня гость нашей программы – председатель постоянного комитета ИЛТУМЭН по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров. И наш разговор будет о курируемых комитетом вопросах. Павел Петрович, здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, давайте, может быть, в начале беседы поговорим о газе, вопрос о котором является очень актуальным для жителей нашей республики. Это и газификация, это и газовое топливо, это и газовое хозяйство, в состоянии, в котором оно находится. В общем, все вопросы, касаемые газа. Ну да, Иван, вы, наверное, очень сильно затронули один из самых больших и важных вопросов жизнеобеспечения и безопасности нашего региона, особенно центральной части Якутии. Да, газ – это та проблема, сегодня, естественно, проблема, которая находится на устах у всех граждан. Что такое, с чем его едят, я постараюсь объяснить вам, довольно-таки, постараюсь быть краток, но тем не менее, есть проблема в этой части. Самая большая проблема в том, что мы питаемся от Вилийского месторождения, где у нас порядка 40 миллиардов кубов газа, которое, в принципе, еще в советское время это месторождение разрабатывали чисто для Центральной Якутии. Но мы с вами знаем о том, что Центральная Якутия – это у нас город Якутск в целом, где находятся стратегические объекты, где у нас ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Якутэнерго работает. Ну и, конечно же, потребление газа – это нашими, будем говорить, частными структурами. Сегодня потребление газа у нас занимается компания ИТЭК. Очень у всех на слуху компания ИТЭК. Она занимается добычей газа, а передача у нас от месторождения до города Якутска занимается Сахатранснефтегаз. То есть две компании, которые сегодня занимают у нас лидирующее положение. Что же такое? Сегодня, если мы вернемся к месторождению, то месторождение данного газа, мы пытались построить и заводы, которые должны были, метанольный завод и так далее, которые должны переработку. Но тогда мы, как бы сказать вам, безопасность города Якутска мы уменьшаем несколько раз. Потому что месторождение газа, оно не бесконечно. Оно имеет свой предел. И сегодня в газовую трубу газ поступает уже под собственным напором. То есть, грубо говоря, самотеком. Он идет и доходит до города Якутска. По поводу доставки газа, у нас идет по 3 ниткам, но, к сожалению, здесь не все в порядке. Почему? Потому что одна нитка у нас на 80% является изношенной. Хотя другая нитка у нас 15%, а другая практически 0, то есть она новая и так далее. И вроде бы для жизнебезопасности, мы всегда считаем что самый критический месяц у нас январь месяц. Мы понимаем о том, что самые холода, самый пик работы всех энергоносителей и так далее, те, которые потребляют газ, у них самый пик такой. А самый минимальный это, грубо говоря, лето. То есть это от 3 миллионов до 10 миллионов. Разница такая, в 3 раза где-то. Я так говорю приблизительно, но разница большая. И, соответственно, как быть с этими нитками? Она же не только нитки, идут они, но их надо еще обслуживать, делать, ставить на капитальный ремонт, делать и так далее. Вот этим всем делом занимается Сахатранснефтегаз. Сегодня здесь вроде бы безопасность есть, но я ранее сказал о том, что одна нитка у нас изношена на 80%. Хотя две других у нас способны пропускать. Для того, чтобы город Якутск жил спокойно, для этого нужна нитка объемом приблизительно 700 миллиметров, то есть чуть меньше метра. Нам необходимо обеспечить дойти не только для больших потребителей, но и дойти до частников. Частный сектор, естественно. Частный сектор, Иван, мы должны дойти, частный сектор у нас должен потребить. Мизерная вроде ситуация, до 5 киловатт, но тем не менее там разрешенные установки, но мы должны до них довести. Вот здесь тоже проблема о том, как подсоединяться, что мы должны сделать. Должны ли мы брать деньги за подключение к этому? Ведь то есть вопросов очень много сегодня, и поэтому вопрос газа, он стоит на таком очень большом уровне. Буквально, наверное, в середине, либо в 3-й декаде марта мы будем проводить час эксперта, где будут выступать у нас эксперты по этой теме. Я думаю о том, что средства массовой информации доведут до населения по часу эксперта, что там и как. Это будет экспертное заключение, это уже будет предъявление с научной точки зрения. То есть как идти, куда идти. Практически руководство к действию. Да, практически руководство к действию, которое должно быть, и как мы должны в этой части жить. Нужны ли для этого дополнительные средства для того, чтобы безопасить? Почему? Потому что политика нашей республики звучит конкретно в том, что обеспечение жизнедеятельности и обеспечение безопасной жизни для каждого горожанина, то есть для каждого жителя республики. Еще один очень важный вопрос – это
пожары, летние пожары, которые из года в год на территории нашей республики, к сожалению, пока еще продолжаются. Скажите, какую работу ведет комитет по совершенствованию законодательства нашей республики в части все-таки правового регулирования этой ситуации? Что происходит? Мы все прекрасно жители города, жители республики знаем о том, что 2020 год для нас достался очень, будем говорить, негативно по отношению к тому, к лесным пожарам. У нас даже задымление города Якутска было превышение с превышением. Мы все это очень сильно Мы хорошо все помним. это помним, мы все это учли, и комитет сегодня проводит работу непосредственно как быть. Очень хорошо, что на уровне федерального 22 декабря 2020 года был принят федеральный закон о разграничении полномочий. Вот не секрет, конечно, да, вот до принятия этого данного закона, который уже разграничивает полностью все полномочия, кто за что отвечает, по каким пожарам и так далее, а до этого закона была интересная такая позиция о том, что и федералы есть республика, есть муниципалы, и плюс к ним еще есть частное пожарное объединение, которое находится на стратегических объектах. Допустим, ТЭЦ, допустим, нефтехранилища какие-то, другие, которые у них есть. Вот как их всех объединить, вот этот данный закон объединил данный вопрос. Принят, я сказал, 22 декабря. Вот в свете этого мы должны внести изменения в наше законодательство республики о том, что как нам поменять свой. Четкое определение есть ландшафтных пожаров сегодня. Потому что лесной пожар, он входит в ландшафтные пожары, но, к сожалению, было как? Горит тундра. Кто должен за нее отвечать? Он вроде относится к лесному хозяйству. Соответственно, он относится к субъекту Российской Федерации и должен тушить субъект. А где взять деньги? В основном уже у нас везде денежные средства, а денежные средства рассчитывают за счет лесного фонда. Данный закон уже начинает регулировать вопрос о том, что мы должны разграничить до конца земли. Не секрет о том, что некоторые земли у нас до сих пор не разграничены. Они не принадлежат ни муниципалитетам, ни субъекту, ни федерации. И вот мы этим законом сегодня уже все подразумевается. При любом определении ЧС главенствующую роль играют сразу федеральные структурные власти. Они сразу определяют и сразу начинают командовать. Но я подчеркиваю, под ЧС. Раньше было такое, если 20 километров горит от поселка, ну пускай горит, да, вроде бы это не наше, земля не наша, лесной фонд, а лесной фонд мы все знаем о том, что он предложит федералам, и бог с ним, да, там, пускай горит. Многие муниципальные образования, здесь есть тоже маленькая тонкость, была такая, межмуниципальный пожар. Это значит, он должен достичь 2 муниципальных объединений. Вот тогда вступает субъект Российской Федерации, то есть республика, и приступает к тужению. А если он говорит на территории муниципального нового образования, это обязанность уже вроде бы как бы одного муниципального образования. Вот данный федеральный закон, он сегодня полностью регулирует данное отношение в этой части. И еще есть очень такой вопрос. Я сначала сам его не понимал, но потом понял по одной простой причине, когда прочитал одну формулу интересную. Да. Почему, допустим, Амурской области, Приморскому краю, Хабаровскому краю, да, были выделены по прошлому году большие денежные средства? Потому что, согласно формуле, там есть численность жителей. А у нас, представляете, у нас республика большая, численность жителей до 1 миллиона человек, и поэтому мы находимся на финансировании самое последнее. Вот буквально на прошлой неделе я провел совещание о том, что вот как нам изменить этот критерий. Вот, наверное, скорее всего, мы будем выходить уже на наших депутатов Государственной Думы для того, чтобы поменять этот коэффициент, для того, чтобы больше денежных средств получала республика в целом. От этого критерия. Сейчас мы этой работой занимаемся, наверное, до конца марта мы уже определимся круг этих вопросов, которые будем вносить уже непосредственно. Еще один важный вопрос – это закон об особом режиме завоза товаров в населенные пункты Якутии для обеспечения жизнедеятельности населения. Вопрос зачастую стоит очень остро, зависит выполнение, скажем так, этого завоза от очень многих функций, природных явлений, не знаю. И есть ли какие-то изменения, которые произойдут в ближайшем будущем в этом законе? Закон совсем недавно принят, закон республики о завозе в труднодоступные районы Якутии. Если мы представим карту нашей республики, то все думают о том, что это завоз именно связан в арктическую зону. Нет. У нас есть те районы, в которых труднодоступные являются и даже на юге. Допустим, тот же поселок Хани, который находится на самом южном окончании Нюрнбергского района. Туда тоже невозможно практически доставить груза. Почему? А там вопрос-то стоит о том, что чтобы ценовая политика не поднималась. Мне страшно, когда последний раз я увидел 480 рублей перед Новым годом килограмм мандарин на севере. Хотя доставку делают вот эти зеленые рейсы. Мы начинали разбираться в этом. Почему коммерсант туда везет и делает.
Но если раньше у нас был так называемая доставка, это была потребкооперация в лице Холбаса, то сегодня такой структуры у нас нет, у нас отдана на откуп. И самое главное, вот то, что вот по решению, это строительство 4 логистических центров по Арктике, по нашей. Это склады, будем говорить так, в котором будет происходить накопление. Это помощь. Мы поставили вопрос о том, что участие частного бизнеса в этом. Да, нас сегодня понимает, и министр Атласов говорит о том, что нам необходимо все-таки этот вопрос тоже делать. Поэтому тесную связь идем. Вопросов здесь много, возникает очень много вопросов. Закон, который о завозе, он у нас единственный в Российской Федерации, потому что, наверное, мы самая большая республика, у которой есть арктическая зона и труднодоступные районы республики. Есть такая ежегодная проблема все-таки с доставкой этих грузов? Конечно, есть, я не скрою, вопрос есть, потому что нужно доставить туда груз и уголь, который непосредственно для производства электроэнергии, для производства тепла, который это тоже первоочередная, в первую очередь, конечно, это генераторные станции, которые есть, то завозится сюда очень много всего. И, по крайней мере, за 2, даже 3 последних года департамент по завозам выполнял четко все свои обязательства, и у нас не было того, что где-то что-то не довезли. Даже, насколько я помню, вот тот год, когда было страшное обмеление, удалось выполнить на 100%. Да. Зимой доставка была, и поэтому были выделены деньги на транспорт, на автомобильный транспорт по зимнику, я это сделал. Но здесь четко за этим делом следим, и очень нет. Поэтому вопросы у нас тоже стоят на контроле, которые тоже отрабатываем, постоянно смотрим за этим вопросом. В феврале этого года были внесены изменения в закон об инвестиционной деятельности. Расскажите, в чем суть этих изменений? Понимаете, да, вот закон очень хороший, на мой взгляд. Данный закон, он предусматривает увеличение капитала вложений. То есть сегодня мы открыли дорогу крупным инвесторам. И для того, чтобы крупный инвестор пришел, он должен конкретно знать о том, что если он вложит 1 рубль, он будет у него 1 рублем. И ни в коем случае не меньше, не больше. Для этого мы привели в соответствие наш закон о том, что о защите капиталовложения. Он вот так, скорее всего, наверное, может быть звучать. Почему? Потому что в первую очередь любой коммерсант, который приходит, крупного элемента, он всегда думает о том, что как бы мои капиталовложения не пропали. И мы здесь гарантируем, что вот эти капиталовложения будут, сохранены и сохранены и приумножены. Поэтому очень важный закон, который этот закон, давно о нем говорили, и вот сейчас то, что мы его приняли, это закон очень хороший. Именно вот о защите капиталовложений по республике. То есть... Павел Петрович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам всего доброго и буду рад видеть вас еще раз у нас в гостях. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был председатель постоянного комитета ИЛТУМЭН по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров. Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.